В эфире «Якутия-24». Главные события уходящего дня в студии. Алексей Соколов, здравствуйте. Дмитрий Медведев отчитался о работе российского Кабмина перед депутатами Государственной Думы. В Якутске еще 3 перекрестка оборудуют камерами видеофиксации нарушений ПДД. Очередной пожар в торговом центре в Алдане. Здание полностью уничтожено огнем. Собаки на улицах Нерюнгри. В городе начинает отлов безнадзорных животных. Готовимся к паводку. МЧС прогнозирует возможность затопления более 100 населенных пунктов в Якутии. Авиакатастрофа в Хабаровске. Крушение потерпел вертолет Ми-8. Погибли все 6 человек, которые находились на борту воздушного судна. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю, вертолет принадлежал авиакомпании «Восток». Он упал примерно в 11:30 по местному времени в районе улиц Антенная и Хирургическая на Пустыре. 12 апреля в Хабаровском крае объявлено днем траура. Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей. Об этом сообщил представитель регионального правительства. В Алдане вновь произошел пожар в торговом центре. Возгорание произошло в неэксплуатируемом здании по улице Слепнева. Вызов на пульт пожарной охраны поступил в 10:30. Обошлось без жертв. Здание спасти не удалось. Отмечу, что за последние 3 дня это уже второй пожар, который произошел в торговом павильоне Алдана. Трагедии удалось избежать в школе Нижнего Бестяха. Сегодня утром здесь произошло короткое замыкание проводки. По данным МЧС, сигнал о задымлении в средней школе номер 1 поступил в 8 часов 42 минуты в самый разгар учебных занятий. Уже через 3 минуты на место происшествия прибыли первые пожарные подразделения. Детей и коллектив школы экстренно эвакуировали. Очаг задымления был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет, ущерб устанавливается. С 1 мая на территории страны вводится новый национальный стандарт Российской Федерации. Он коснется проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией. Согласно вводимым изменениям, руководитель должен не реже 1 раза в квартал организовывать подобные проверки. Не реже 1 раза в полгода потребуется проверять системы автономных и автоматических систем. Напомним, за нарушение требований пожарной безопасности грозит предупреждение или штраф для должностных лиц от 6 тысяч до 15 тысяч рублей, а для компаний от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. МЧС Якутии этой весной прогнозирует возможность затопления 123 населенных пунктов в 24 районах Якутии. Общее число населения составляет свыше 45 тысяч человек, в том числе более 15 тысяч детей. Бороться с последствиями паводка призвана группа сил и средств Якутской территориальной подсистемы гражданской обороны в составе более чем 16 тысяч человек, 2000 единиц техники, 127 плавсредств и 15 единиц авиации. Особо готовятся к паводку в Ленске. Здесь, в районной администрации, состоялось заседание КЧС по подготовке и к безопасному пропуску паводковых вод на территории района. Первым выступил руководитель Республиканского гидрометцентра Александр Аржаков. Он рассказал, что в этом году прогнозы по вскрытию рек не очень благоприятные. Подробности в материале Светланы Болеевой. Это связано с большими снегозапасами и толщиной льда, превышающей норму. В Ленске она составляет 138 сантиметров, что выше нормы на 20 сантиметров. Предварительный ледоход в Ленском районе ожидается в первой декаде мая. Более точная информация будет предоставлена 16 апреля. Также Александр Аршаков добавил, что в этом году не удастся избежать и заторов в районе острова Батамайского и Тинная. В этом году, по данным тоже наших коллег, по всей реке Лена, лед установился в высокой воде. Наверное, вы каждый день на реке Лена, на берегу, вы, наверное, тоже отметили о том, что все-таки осеннее установление ледостава было на высокой воде. Как бы все параметры против нормального прохождения ледохода. На сегодняшний день Ленский район активно ведет подготовку к пропуску паводковых вод. По итогам совещания главам были даны рекомендации организовать деятельность патрульных и патрульно-контрольных служб, актуализировать паспорта населенных пунктов, подверженных угрозе подтопления. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск.
После совещания ленские спасатели продемонстрировали свою готовность к паводку. На городской набережной состоялось ежегодное построение сил и средств Ленской РСЧС, которая в случае возможной чрезвычайной ситуации будет принимать участие в ликвидации последствий. На набережную съехалось более десятка единиц колесной техники. Это и пожарные автомобили, спасатели в полном обмундировании, автомобили полиции и скорой помощи. Показ сил и средств, конечно, не всю, мы всю технику не можем выкатить сюда, поэтому при случае чрезвычайной ситуации, конечно, будет техники больше. Каждая организация готовит дежурную технику, свою самосвальную, экскаваторную, бульдозерную. Ну, все, что необходимо. Ну, город не первый год проводит эти мероприятия, поэтому мы готовы. Ну, дай бог, чтобы не было ситуаций таких, но всегда готовы. Дмитрий Медведев сегодня в Госдуме выступил с отчетом о работе российского правительства за последние 6 лет. Премьер-министр сказал, что 6 лет, очевидно, были годами испытаний. Испытаний на прочность нашей экономики. Никогда прежде за столь короткий период она не получала столько ударов одновременно. Санкции, закрытие технологических рывков, нефтяной шок. От таких ударов нет защиты ни у какой экономики. А российская с ее ограничениями это грозило катастрофой. Но она смогла развиваться, как бы ей не пытались навредить извне. Отдельный премьер коснулся вопросов заработной платы в России. Объем федеральной поддержки регионам на протяжении последних лет неуклонно рос. В этом году он превысит 1 триллион 700 миллиардов рублей. Это приблизительно на 2,5% больше, чем в 2017. Коллеги из «Единой России» спрашивали, планирует ли правительство оказывать регионам дополнительную помощь на повышение зарплат бюджетникам. Ответ на этот вопрос – да, планирует. В этом году ее размер составит более 136 миллиардов рублей. По словам премьер-министра, в истории современной России никогда столько внимания не уделялось Восточной Сибири и Дальнему Востоку, как в последние годы. Премьер объяснил причины этой тенденции. В прошлом году впервые за 4 года рост инвестиций в основной капитал в регионе почти в 4 раза превысил общероссийские темпы. Теперь около четверти всех прямых иностранных инвестиций приходится на Дальний Восток. Индексы промышленного производства, сельского хозяйства, строительства на Дальнем Востоке выше, чем в среднем по стране. Это отрадный факт. Это результат работы инвесторов в территориях опережающего развития, в свободном порту Владивосток и таких инициатив, как программа «Дальневосточный гектар» или снижение энерготарифов для промышленности на Дальнем Востоке. Вопросы законности в сфере ЖКХ и переселения граждан обсудили на совещании в Хабаровске. Председателем выступил заместитель генерального прокурора России Юрий Гулягин. В совещании приняли участие представители Якутии. С подробностями наш СОБКОР в Хабаровске Стас Михайлов. Свою деятельность в сфере ЖКХ в Дальневосточном округе осуществляет почти 4000 организаций. Это ресурсоснабжающие предприятия и управляющие компании. Рост количества нарушений в этой сфере растет. За 2017 год их выявлено 32 тысячи. За прошедший год в целях их устранения внесено 19,5 тысяч актов прокурорского реагирования. Почти 7 тысяч лиц привлечено к административной и дисциплинарной ответственности. По постановлению прокуроров, направленных в следственные органы, возбуждено 51 уголовное дело. В целом, по Дальнему Востоку изношенность сетей и оборудования остается высокой. Якутия по количеству ветхих тепловых сетей занимает 2-е место в регионе. По водопроводным сетям – 1-е. Поручено в ремонтных программах организации коммунального комплекса предусмотреть замену не менее 5% ветхих сетей. Правительство контролирует все процессы. Допустим, представитель правительства в пятницу поедет в Намский район специально смотреть, как у нас там прошла модернизация. Заместитель генпрокурора России обратил внимание на исполнение программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. По факту нарушения сроков ее реализации в 10 районах республики было вынесено представление зампреду правительства Якутии. Вы действительно очень много делаете. Большое количество. Но у вас и больше всех проблем по аварийному ветхому жилью на сегодняшний день. Это одно. Второе. В связи с этим вам и больше оказывается помощь Российской Федерации центральными органами по этому направлению деятельности. Самое главное – организоваться.
На сегодня в Якутии из аварийного фонда расселено 29 тысяч граждан из 11 тысяч жилых помещений. 743 человека продолжают проживать в аварийном жилье. Их планируется переселить до 15 августа. Стас Михайлов, Хабаровск. Итоги программы переселения подвели и в Горном районе. За прошлый год там ввели 2 многоквартирных дома. И 40 семей смогли переехать из ветхого и аварийного жилья в новые светлые квартиры. В 2018-м планируют переселить еще 28 семей. Тему продолжит Сардана Захарова. В селе Бердигостях по программе переселения из ветхого и аварийного жилья идет строительство 2 многоквартирных домов. 17-квартирный дом по улице Березовая и 18-квартирный жилой дом по улице Данилова. В бригаде работает 18 человек. 15 человек монолитчики, 4 человек копают траншею для септика. Сейчас на стадии строительства 2-й этаж. Плиту заливаем, опалубку делаем. Качество выполненных работ ежемесячно проверяет Управление государственного строительного и жилищного надзора. Поэтому дома отвечают всем требованиям качества. На данный момент готовность объектов равен 25%. Есть небольшое отставание по графику, которое будет ликвидировано уже в этом месяце. В конце октября этого года многоквартирные дома будут введены в эксплуатацию. 28 семей встретят Новый год в своих новых светлых квартирах. В общем, у нас по этапу 16-го должны переселить в 2018 году 29 семей, а так в 2017 году мы переселили уже 5 граждан в свободных квартирах, уже в построенных домах. Сейчас в Улусе около 100 аварийных домов, переселение из которых начнется уже со следующего года. Сардана Захарова, Иван Слепцов, Горный. Но сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее. На защите речки Мухтуйка жители Ленска требуют пересмотреть экологические документы недропользователей. Собаки на улицах Нерюнгри. В городе начинают отлов безнадзорных животных. В Якутске еще 3 перекрестка оборудуют камерами видеофиксации нарушения ПДД. В эфире Якутия-24, и мы продолжаем наш выпуск. Накануне Федеральное агентство железнодорожного транспорта определило победителя конкурса на строительство опускового комплекса Томут-Нижнебестях. Им стала компания «Железные дороги Якутии» с ценовым предложением 1,8 миллиарда рублей. Цитата. «Сегодня в режиме временной эксплуатации до станции Нижнебестях перевозится свыше 500 тысяч тонн грузов, но с вводом первой очереди в постоянную эксплуатацию провозная способность увеличится до 2 миллионов тонн. Кроме того, начнутся пассажирские перевозки до станции Нижнебестях», отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Семен Винокуров. На строительство электросетей для внешнего энергоснабжения газопровода «Силы Сибири» в Якутии начнут уже во 2-м квартале 2018 года. Возведением линий займется Дальневосточная энергетическая управляющая компания. Цитата. «Мы уже отобрали подрядчика для реконструкции подстанции Алекминск. В текущем месяце он приступит к выполнению работ». Итоги конкурсов по выбору генподрядчика на строительство электросетевых объектов для станции будут подведены в мае. Завершение строительно-монтажных работ и последующее подключение объектов газопровода запланировано на 19-20 годы, уточнил представитель компании. Но тем временем жители Ленского района требуют сохранить экологию реки Мухтуйка. В городе состоялось совещание рабочей группы по проблемному вопросу о строительстве сооружений компании «Газпром». Жители волнует сброс сточных вод в реку и ухудшение экологии речки. Руководитель Ленского управления магистральных газопроводов Рафаэль Мурзаханов отметил, что все разрешительные документы прошли согласование, в том числе главгосэкспертизу. И на сегодняшний день очистные сооружения смонтированы. Подробности в материале Саргалан Захаровой. Жители Ленской и общественность Якутии всерьез обеспокоила ситуация со строительством канализационной сети компании «Газпром». Есть серьезные опасения, что сточные воды, которые будут попадать в реку Мухтуйка, нанесут серьезный ущерб экологии и жизненно важного для местных жителей водного ресурса. Надо, чтобы все по-человечески было. Не загрязнять то, что не надо. Но надо все равно разобраться. Природоохранная прокуратура есть. Она никуда не делась, это правильно. Поэтому, а вот мнение личное,
Если получается засыпать ту сторону, то наверняка, совершенно верно, что там у них ВЖК строится, и, видимо, твердые бытовые отходы сбрасывают, так, чтобы их не перерабатывать, потому что это денежки стоит. И наверняка может такое происходить. Но нам такое освоение севера не нужно. Загрязнение городского пляжа – главное водозабора. Прогресс уже сегодня сказывается на окружающей среде, говорят ленчане. Вспомните, раньше можно было тут выехать за микрорайон Северный, и вся природа наша. Было чисто, можно было выйти, там дорогу перейти, как говорится, и посидеть. А сейчас одни свалки, помойки кругом. Действительно, все очень плохо. Но все-таки радикальных настроений у населения нет. Ищут варианты и возможную альтернативу, которая удовлетворила бы интересы всех сторон. Я думаю, что, скорее всего, наилучшим выходом в данной ситуации, наверное, все-таки будет вывоз этих жидких бытовых отходов в какие-то другие места. Либо реконструкция имеющейся системы вот этой трубопровода, может, для слива в какие-то другие территории. Днями ранее в Ленске прошло совещание администрации с общественностью. На нем было принято решение организовать рабочую группу. Сказано, сделано. В эти дни в Якутск прибыли представители головного офиса компании «Газпром» и встретились с Министерством охраны и природы республики. На днях в город Якутск прибыли представители головного «Газпрома», с которыми мы провели переговоры. И пришли к пониманию, что сброс в реку Мухтуйка не нужен. Будет принято решение по подключению централизованной канализации города Ленска. Однако, несмотря на видимую положительную динамику, напрямую с журналистами газпромовцы разговаривать не захотели. Наш телеканал будет следить за развитием событий. Сарглана Захарова, Виталий Андреев, Ленск. В Нерингре стартовал двухмесячник по регулированию численности безнадзорных животных. В связи с этим в городе началась активная работа по отлову собак и кошек и доставке их в специальные питомники. Подробнее в сюжете Екатерины Павловой. Проблема бездомных животных остро стоит во всех городах нашей страны, и Нерингре не исключение. С наступлением весны горожане вновь опасаются случаев нападения агрессивных собак. Люди сами безответственно относятся к нашим меньшим братьям, ведь одним из источников появления бездомных животных являются выброшенные питомцы. Также, несмотря на многочисленные разъяснения населению о необходимости соблюдения правил содержания питомцев, нередко нерадивые хозяева отпускают собак на самовыгул. Особенно весной такие собаки сбиваются в стаи и теряются. Предсказать поведение брошенной озлобленной собаки невозможно. Во всех этих случаях собаки признаются безнадзорными и подлежат отлову. На 11 апреля поступило заявок по отлову безнадзорных животных, это 54 заявки. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года идет снижение заявок. В том году было на данный период 87 заявок. Наличие у собаки ошейника лишь косвенно говорит о наличии хозяина, поскольку собака вне зависимости от породы должна выгуливаться исключительно на поводке в присутствии хозяев. Одними из самых проблемных мест в части скопления безнадзорных животных становятся конечные улицы города, производственные базы, гаражные кооперативы и стоянки. Специалисты выезжают в эти районы и ведут усиленное патрулирование, соблюдая принципы гуманного обращения с животными. Отлов проводится гуманными средствами, то есть это мы петлями, сетками, а также и с использованием иммобилизационных средств. После отлова кошек и собак размещают в пунктах передержки и проводят их клинический осмотр. Эвтаназия применяется в исключительных случаях. Екатерина Павлова, Аяла Мосов, Вадим Барашков, Нерингре. В Якутске еще 3 перекрестка в ближайшее время оборудуют системой видеофиксации нарушений ПДД. Ежедневно камеры видеонаблюдения фиксируют тысячи правонарушений. Всего на дорогах республики их установлено около 60. Информация по правонарушениям поступает в управление ГИБДД. О том, какова статистика на сегодня и что ждет злостных неплательщиков штрафов, расскажет Дмитрий Тымыров. 3-4 тысячи нарушений в сутки. Такова неутешительная статистика по республике. Только с 7 марта по сегодняшний день камеры зафиксировали 37 тысяч нарушений на дорогах Якутии. С начала года по настоящее время зафиксировано более 95 тысяч нарушений. Да. Это взыскано где-то более 60 миллионов рублей с нарушителей. Поступившая от камер видеофиксации информация поступает через сервер «Центр обработки данных». Здесь каждое правонарушение прорабатывается инспекторами ГИБДД до мельчайших деталей. Административные правонарушения, зафиксированные камерами, поступают в сервер, один из программ нашу. Потом обрабатывается и направляется в электронную подпись
и после этого направляется в электронном виде Почты России для дальнейшего направления адресата. В основном автовладельцы попадаются на камеру с такими нарушениями. Проезд на запрещающий сигнал светофора, заезд за стоп-линию, поворот, нарушение требований знака, выезд на встречную полосу движения и превышение скоростного режима. Получив так называемые письма счастья, автовладельцы должны в течение 20 дней погасить задолженность. В этом случае они могут получить скидку на некоторые виды штрафов до 50%. В случае неуплаты, значит, второй экземпляр направляется судебным приставам на принудительное взыскание со счета. Если автовладелец игнорирует решение приставов, то его ждут штрафные санкции. Так, если размер задолженности превышает 10 тысяч рублей, то нарушитель не сможет выехать за пределы страны. Но даже если штраф пока маленький, лучше не копить. В последующем приставы могут арестовать транспорт. Каждый автовладелец должен быть заинтересован в отслеживании своих штрафов. Их можно отследить на сайте gibd.ru, через сайт госуслуг и мобильные приложения. Сегодня по Якутску работает 25 камер видеофиксации. Их число будет только расти. Только в ближайшем будущем камеры появятся еще на 3 перекрестках и федеральной трассе Вилюй. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. Верно служить отчизне. Такую присягу дают вступающие в ряды бойцов юнармии. Первый отряд Алданского района набирает мощь не только в повышении военной подготовки, но и в добрых делах. Если соблюдение дисциплины и подчинение командиру диктует устав, то помогать ближним – хорошее воспитание, рассказывает Татьяна Вахнина. У бойцов первого отряда юнармии Алданского района очередная учебная тренировка. Несение почетного караула, строевой шаг, приемы рукопашного боя и навыки владения оружием. Множество умений ратных защитники Родины продемонстрируют на показательных выступлениях, которые пройдут в рамках празднования Дня Победы. Мы сейчас готовимся к параду на 9 мая и чуть позже будем готовиться на показание рукопашного боя, когда поедем на эшелоне Победы 8 мая и тактический бой. Весной свободного времени у ребят практически нет. Подготовка к празднованию Дня Победы чередуется с огромным количеством добрых дел и акций, как социальных, так и нравственных. Имевшие место в России и в мире трагедии не оставили бойцов равнодушными. То есть это не надо было говорить постоянно, ребята, то есть погибли люди, там надо вот, как бы отдать дань памяти, там надо, чтобы как бы именно проникнуться душой, и чтобы, вот, например, там не жевать, не болтать, не разговаривать. Это реально, это было видно, особенно по Кемеру. Недавно юнармейцы завершили снежный бой. Так назывался волонтерский десант. Ребята помогали пожилым людям, сбрасывали снег с крыш и расчищали дворы от сугробов. Бедной старушке снег выше ее, и мы начали откапывать. Мы полезли на снег и начали расчищать. Мы управились где-то за 1,5 часа. Мы очень долго ходили. И потом она нас пригласила пить чай. Все задачи, поставленные командиром взвода, ребята выполняют с энтузиазмом и удовольствием. Воспитание дисциплины и совершенствование физической подготовки, безусловно, важно. Но прежде всего необходимо заставить подростков проникнуться желанием помогать. Такую цель ставят перед собой наставники юнармейцев. Можно делать добро, добро делать это бесплатно, бескорыстно и получать от этого удовольствие. Что вот мы им показали, например, по уборке, так скажем, снега. Отдача от добрых дел оказалась колоссальной, и бойцы отряда планируют продолжить волонтерскую акцию. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. На Втатинском Улусе в селе Черпех прошли вторые региональные федоровские чтения. Михаил Михайлович Федоров в 1982 году добился открытия отделения правоведения, ставшего первой кузницей юридических кадров в республике. В этом году приняли участие студенты Северо-Восточного федерального университета и школьники Татинского района. Участники выступили с докладами по 3 секциям. Это жизнь и деятельность Платона Аюнского, правовые основы якутской государственности, а также перспективы развития патентного права республики. В период, когда работал прокурором, очень многое делал для подготовки юридических кадров. В том числе по его инициативе были подписаны соглашения со Свердловским юридическим институтом, Харьковским юридическим институтом. И на самом деле все видные юристы нашей республики, они как раз получили образование в тот период, когда он работал прокурором или были направлены им для учебы. И они билет в будущее получили из рук Михаила Михайловича Федорова. Поэтому, конечно же, мы, юристы, очень благодарны ему.
В Якутске продолжается фестиваль «Доброе кино». Он проводится уже в 3-й раз и каждый год собирает не только православных ценителей хорошего кино, но и всех тех, кто неравнодушен к кинематографу. За ходом мероприятий продолжает следить Кристина Якупова. За 2 дня любители кино не только посмотрели по-настоящему добрые фильмы, но также посетили немало других мероприятий. Уже 3-й год в пасхальный период фестиваль «Доброе кино» проводится в столице по благословению архиепископа Якутского и Ленского. Цель нашего кинофестиваля – показать добрые фильмы, которые пропагандируют высокие нравственные идеалы, фильмы, которые заставляют задуматься о вечных ценностях жизни, нравственных ценностях прежде всего. Кинопоказы, театральные постановки, концерты и творческие встречи. В Якутск приехали заслуженная артистка России Ольга Кабо, народный артист России Валерий Баринов, киноактриса и режиссер Анна Яновская и другие известные личности из мира кино. Секретами актерского мастерства они поделились со студентами Арктического института искусств и культуры. Вот на сцене молния – это мысль. Она поражает вас и не сразу доходит до публики. А текст – это уже мысль озвученная. Так вот, мысль – это молния, а текст – это гром. Получился интересный диалог о жизни, о творчестве, о сути профессии актерской. И понятно, что студенты 21 века, они несколько отличаются от тех, какими были мы в 20 веке. Но у них другие приоритеты, другие акценты, но они современные люди. Поэтому это очень важно вести такой диалог, именно вот опыта и молодости. Тогда какая-то истина прям возникает в процессе разговора. Режиссер Яновская представила якутским студентам фильм «Счастье это не случайно». Продюсером ленты выступила компания «Дисней», а режиссерами такие же молодые ребята. В этом году будет сниматься продолжение фильма. И у якутских студентов тоже есть шанс. Это 7 новелл о счастье, снятые 7 молодыми режиссерами. Это российский фильм с российскими артистами. В общем, получилась такая великолепная 7. Моя история называется «Двое вместе». Это прекрасно, что есть такой фестиваль, который собирает все самое лучшее и все позитивное, что есть в нашем кинематографе, чтобы как-то люди посмотрели и как-то хотелось жить. Понимаете, после просмотра фильма должно хотеться жить. Завершит фестиваль литературно-музыкальная композиция «Ты не становишься воспоминанием». На сцене Дома дружбы народов имени Кулаковского будут блистать Валерий Баринов и Ольга Кабо. Кристина Якупова, Георгий Григорьев, Семен Семенов, Якутск. В Якутске создается Центр по управлению общественным пространством столицы. Работу начали с городского парка культуры и отдыха. Сегодня ведутся работы по демонтажу колеса обозрения. Какие еще перемены ожидает парк, узнала Саргалана Федорова. Старое колесо обозрения медленно исчезает. Уже сняты кабинки, разбирают секции и опоры. Совсем скоро можно будет обозревать просторы города с новой высоты. Первое колесо обозрения в городском парке Якутска установили в 1983 году. Колесо прослужило горожанам 35 лет. Вместо него появится новое, отвечающее всем современным стандартам. Он будет вдвое выше прежнего. На нем установят 6 открытых и 12 закрытых кабин, оснащенных кондиционерами. Высота аттракциона составит 40 метров. Прокатиться с ветерком на колесе можно будет и в 30 градусов мороза. Предусмотрено отопление при низких температурах. Аттракцион планируют установить в начале мая. Также у нас появится новый аттракцион «Замок дракона». Он представляет себе вид аттракциона, это катальная гора, в народе как что-то похожее на американские горки. Он появится у нас к 1 июля. И появится большой новый игровой комплекс «Аватар» для детей. Двери летнего сезона парк распахнет 26-27 мая. Появятся 3 зоны питания: стритфуд, национальная кухня, еда возьми с собой, летний кинотеатр и зона здоровья. Большое внимание уделят и озеленению территории. В прошлом году мы посадили свыше 1500 саженцев деревьев. То есть у нас территории открытые, которые в свое время пострадали от пожаров, мы должны вот эти территории все пересадить.
Центр по управлению общественным пространством столицы обновит не только городской парк отдыха, но и займется благоустройством городских площадей и водных объектов. Сейчас рассматривается проект по организации выносных бассейнов в парке. Аналогичное пространство должно появиться и на городском пляже. Саргалана Федорова, Илья Цареметников, Якутск. Якутия-24 следит за развитием событий. Оставайтесь с нами на нашем телеканале.